Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. 17 погибших и 22 раненых. Итог контртеррористической операции в казахстанском Актобе. В розыске находятся еще несколько террористов. МВД Казахстана заявляет, что целью нападения был захват оружия. В первую очередь они хотели завладеть оружием в первом оружейном магазине, во втором. Потом, с целью завладения более серьезного оружия, они пошли в войсковую часть Национальной гвардии. В Казахстане проходят задержания высокопоставленных силовиков. Их обвиняют в попытке захвата власти. Организатором и главным финансистом беспорядков и митингов, прошедших в республике по земельному вопросу, называют известного предпринимателя Тохтара Тулешева. План его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков. Алеппо снова под обстрелом. Накануне Рамадана военные самолеты сирийской и российской авиации нанесли по городу 50 авиаударов. Это одна из самых мощных бомбардировок за последние несколько недель. Правозащитники заявляют о десятках погибших мирных жителей. Все эти люди – мирные жители. Самолеты прилетели и стали бомбить. Все они гражданские. Убиты около 15 человек. Мир прощается с легендой. Умер величайший боксер Мухаммед Али. Он скончался в США на 75-м году жизни после более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона. Ситуация в казахстанском Актобе остается напряженной. Вооруженные неизвестные в течение 2 дней атаковали город. Сайт информбюро сообщает, что в больницу скорой помощи поступили еще 2 раненых с огнестрельными ранениями после нападения на полицейский участок близ Актобе. И раненые продолжают поступать, по словам главврача БСМП. В городе по-прежнему действует красный уровень террористической опасности. Напомним, 5 июня в Актобе была совершена вооруженная атака. Несколько десятков неизвестных напали на 2 оружейных магазина, убив при этом продавца и посетителей. Взяли 17 единиц оружия, 3 газовых пистолета, патроны и ножи. А затем, захватив пассажирский автобус, попытались атаковать воинскую часть Национальной гвардии. Они въехали туда, протаранив ворота, и открыли беспорядочную стрельбу. Это кадры, выложенные казахстанскими пользователями соцсетей. Вы видите, как полицейская машина преследует автомобили с преступниками. Затем начинается стрельба. На других видео также слышна стрельба. Вы видите, как из пассажирского автобуса выбегают люди. МВД Казахстана сразу же стало информировать о ходе операции. В интернете стали появляться фото и видео задержанных преступников, лежащих на земле. На данный момент МВД Казахстана сообщает о 17 погибших, из них 12 нападавших. Ранения получили 22 человека. По одной из версий, озвученной в МВД в день атаки, преступники являются приверженцами радикальных религиозных течений. Вот как оценил их действия глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов. По внешнему фактору, по внешним юридическим действиям, это завладение оружием. В первую очередь они хотели завладеть оружием в первом оружейном магазине, во втором. Потом, с целью завладения более серьезного оружия, они пошли в войсковую часть Национальной гвардии. Весь личный состав органов внутренних дел страны переведен на усиленный вариант службы. В республике объявлен желтый уровень террористической угрозы. Генпрокуратура Казахстана заявила о попытке захвата власти. В Алмате, Астане и Шымкенте задержаны высокопоставленные силовики. Их обвиняют, цитата, в организации митингов, массовых протестов и беспорядков, конечной целью которых была ломка существующего строя. Главным организатором и финансистом протестов по земельному вопросу, которые прошли в нескольких городах Казахстана, Генпрокуратура подозревает известного в республике бизнесмена Тохтара Тулешева, который был арестован в конце января этого года. Дмитрий Беляков продолжит. В Астане, Алма-Ате и Шымкенте проходят задержания высокопоставленных силовиков. В их числе экс-первый заместитель генпрокурора, бывший начальник ДВД Южно-Казахстанской области, командиры войсковых частей и регионального командования Юг. Генеральная прокуратура подозревает их в организации митингов, массовых протестов и беспорядков, конечной целью которых была ломка существующего строя. А лидером этой организованной группировки силовики называют известного предпринимателя Тохтара Тулешева. План его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков. Комитет национальной безопасности заявляет, что есть неопровержимые доказательства тому, что Тохтар Тулешев осуществлял конкретные шаги по подготовке к насильственному перевороту.
Силовиками было изъято из тайников бизнесмена значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Массовые акции протеста против земельной реформы, которые прошли в ряде крупных городов республики, следствие также связывает с именем чимкентского бизнесмена. По мнению следствия, митинги были инспирированы и профинансированы Тулешевым еще в декабре 2015 года и должны были пройти ранее, но из-за его ареста сроки были перенесены. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Тулешев пытался воспользоваться сложившейся ситуацией в стране и организовать в мае 2016 года массовые беспорядки в городе Сарыагаш Южно-Казахстанской области. Тахтар Тулешев – известный бизнесмен. Основная часть его состояния связана с производством алкогольных и безалкогольных напитков. Отец 13 детей часто появлялся в светской хронике благодаря громким вечеринкам в их честь. Вызывал постоянный интерес у следственных органов связями с крупными криминальными авторитетами в Центральной Азии. Тулешев был задержан 30 января в Шымкенте в ходе проведения спецоперации. При обыске по месту жительства и на рабочем месте были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие и наркотические вещества. По версии правоохранителей, Тулешев планировал захватить власть и создать альтернативное правительство. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Добавим, что госпереворот, который, по данным Генпрокуратуры Казахстана, готовил Тулешев, напрямую пока не связывается с вооруженными нападениями в Актобе. Свою реакцию на последние события уже выразили депутаты казахстанского парламента. Я вас уверяю, что непременно эти события получат какую-нибудь идеологическую окраску. То есть это непременно будут люди, которые с какой-то идеей, они будут говорить, что они отстаивают какую-то там вот идею для каких-то людей и так далее. Вы сами знаете, какие меры принимаются. Подождем, какие будут итоги. Вы сами как воспринимаете эту ситуацию? Это пришло из-за границы. Сложно сказать одним словом. Это обычный теракт. По-моему, все нужные меры принимаются. Все это очень печально, конечно, что такие события происходят. Терроризм докатился и до нас. Но нужно гражданам быть более бдительными. И все-таки нам и обществу всем нужно работать над идеологией государственной и допускать таких случаев. Можно ли рассматривать события в Актобе как проявление терроризма? Как действовали спецслужбы? На эти вопросы радио «Азаттык» ответил общественный деятель и полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов. Теракты, вот я никак не могу их не увязать вот с этими арестами, со следствием. Почему? Потому что эту версию надо обязательно отрабатывать. Почему? Потому что вы сами видели череда митингов, затем, значит, вот эти вчерашние террористические акты. У меня такое впечатление сложилось, что это все в попыхах, все это как бы вот с наскоку. Это было видно по действиям этих террористов. И вдруг сегодняшнее сообщение Генеральной прокуратуры. Вот у спецслужб задача. Это не тогда, когда террористические проявления уже они случились. Это заранее, значит, через оперативные возможности, агентуру выявлять такие намерения. И еще один промах спецслужб. Все силы за последний месяц были брошены на то, чтобы каким-то образом локализовать регионах митинги. Невский районный суд Санкт-Петербурга спустя 8 месяцев после гибели 5-месячного малыша Умарали Назарова признал незаконным бездействие следствия по данному делу, сообщает таджикская служба «Радио Свобода» ОЗОДИ. Кроме того, суд нашел большое количество нарушений в действиях следователей. Напомним, Умарали Назаров скончался в ночь на 14 октября прошлого года в Петербургском центре медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей имени Цымбалина. Это произошло после того, как ребенок был отобран у матери, задержанной за нарушение миграционного законодательства. МВД России 21 октября заявила, что полиция к смерти ребенка не причастна, потому что якобы ребенок страдал острой респираторной вирусной инфекцией. Но родители малыша считают необоснованным заключение экспертизы, которую провели российские власти. Они заявляют, что ребенок был абсолютно здоров. Однако расследование ничем не закончилось. Адвокат родителей Умарали Назарова заявила, что по решению суда будет проведена независимая судмедэкспертиза по поводу причин смерти ребенка, и что факт признания судом нарушений и проведения исследования очень важен для подачи иска в Европейский суд по правам человека.
Рустам Назаров, отец погибшего ребенка, сегодня проживает в России, а мать Зарина Юнусова живет у своих родителей в Таджикистане. Как сегодня она себя чувствует, в каких условиях живет и кто ей помогает пережить горе? В репортаже Анушервона Арипова. Утром просыпаюсь, а мой ребенок у меня перед глазами. Везде его вижу. Сегодня Зарина Юнусова живет в кишлаке Кандак вместе со своими родителями. Несмотря на то, что прошло уже 8 месяцев со дня смерти ее сына Умар Али, она до сих пор не может прийти в себя. Мало разговаривает и все время думает о погибшем ребенке. Постоянно спина болит, плечи, желудок, голова. Все болит. Зарина в глубокой депрессии и из-за этого постоянно болеет. Никакие лекарства не помогают. Только общение с родителями и с 8 младшими братьями и сестрами поддерживает в ней какое-то желание жить. Пусть отменят запрет. Она хочет к мужу. Сколько времени они не видели друг друга. Тоже из-за этого постоянно плачет. Сейчас она хочет только одного – вернуться к мужу и попробовать завести еще одного ребенка. Но сделать этого она не может. Въезд в Россию ей запрещен на 5 лет, и отменить его пока не получается. За 6 месяцев к нам даже никто не пришел, чтобы узнать, как мы живем. Поначалу приходили. Даже один раз отвезли Зарину в столицу, в МВД. Обещали помочь, квартиру выдать, но ничего не сделали. По словам Баргигул, матери Зарины, смерть Умар Али и горе их семьи никого не интересует. Ни собственное государство, ни многочисленные организации им ничем не помогают. А они сами не знают, что, например, нужно сделать, чтобы отправить дочь к мужу. Убили его, уронили, от голода умер. Мы хотим точно знать, по какой причине лишились внука. Ребенок не был больным, что бы там ни говорили. Посмотрите фотографии. Какой красивый. Новость о том, что Невский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконными бездействия следствия по делу о смерти 5-месячного Умара Али, в доме Зарины встретили спокойно. Они уже не верят, что удастся добиться справедливости, но согласны на эксгумацию тела, чтобы хотя бы узнать настоящую причину смерти. Сейчас мы находимся на кладбище Бубои-Вали, где похоронен маленький Умар Али. Найти его могилку здесь мы не смогли, все слишком сильно заросло. А табличка, как предупреждала мать, скорее всего уже стерлась, ведь она была сделана из картона. Сама Зарина по состоянию здоровья не смогла приехать сюда и указать, где похоронен ребенок. Несмотря на отсутствие надежды, родители Зарины уверены, что нужно продолжать бороться и почаще вспоминать случившееся, чтобы подобное не повторилось в чьей-нибудь семье. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Алеппо снова под обстрелом. Накануне Рамадана военные самолеты сирийской и российской авиации нанесли по городу 50 авиаударов. Это одна из самых мощных бомбардировок за последние несколько недель. Правозащитники заявляют о десятках погибших мирных жителей. Все эти люди – мирные жители. Самолеты прилетели и стали бомбить. Все они гражданские. Убиты около 15 человек. Мир прощается с легендой. Умер величайший боксер Мухаммед Али. Он скончался в США на 75-м году жизни после более чем 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона. Алеппо снова под обстрелом. Около 50 авиаударов нанесли сирийские и российские самолеты по сирийскому городу накануне Рамадана. Местные жители и правозащитники сообщают о десятках погибших мирных жителей, в числе которых есть и дети. Подробности в репортаже Рейтер. Это видео было опубликовано в интернете. Его авторы утверждают, что на кадрах последствия бомбардировки Алеппо российской и сирийской авиации. По словам местных жителей и правозащитников, в выходные самолеты нанесли около 50 авиаударов по городу. Это одна из самых мощных бомбардировок за последние несколько недель. Все эти люди – мирные жители. Самолеты прилетели и стали бомбить. Все они гражданские. Убиты около 15 человек. Мы только что нашли девочку и ноги человека, которого пока не можем опознать. Сирийская правозащитная организация со штаб-квартирой в Лондоне сообщает, что на районы, которые контролирует вооруженная оппозиция, сбрасывали баррельные бомбы. Это самодельные снаряды цилиндрической формы, как правило, бочки из-под нефти, в которые кладут взрывчатку. Правозащитники Human Rights Watch считают их использование военным преступлением. По данным местных отрядов самообороны, они ликвидируют последствия бомбардировок и ищут раненых. Жертвами авианалета стали 32 человека. В Российском министерстве обороны эту информацию пока не прокомментировали. Ранее в ведомстве неоднократно утверждали, что ВКС России наносят удары только по позициям боевиков-исламистов. Сирийские государственные СМИ сообщают, что вооруженные повстанцы обстреливали районы города, которые находятся под контролем властей. По их данным, в воскресенье там погибли 20 человек, в основном мирные жители.
24 человека стали жертвами обстрелов накануне, в субботу. Мир прощается с легендарным Мухаммедом Али. Он скончался в США в возрасте 74 лет. Последние 30 лет своей жизни он боролся с болезнью Паркинсона. Как говорил сам чемпион, Аллах дал мне болезнь, чтобы показать, кто номер один. О том, как жил, боролся и ушел величайший спортсмен Александр Касаткин. Кассиус Клей родился в 1942 году в американском штате Кентукки. В начале 50-х годов там царила атмосфера расового неравенства, которая сильно повлияла на формирование характера будущего бойца. Маленькие черные мальчики не имели примера для подражания. У нас не было ни одного героя, кто выглядел бы как мы. Даже Иисус всегда был белым на картинках. Свой первый раунд Мухаммед Али, тогда еще носящий имя Кассиус Клей, начал в 12 лет. Кассиус все свое время посвятил боксу. Среди остальных ребят он выделялся двумя вещами. Был нахальным и работал намного больше остальных. В результате к моменту окончания школы у будущего чемпиона было уже больше сотни выигранных поединков и всего 8 поражений. Он изобрел свой стиль ведения боя. Кассиус танцевал вокруг противника с опущенными руками, провоцируя на удар, от которого уверенно уклонялся. В 60-м году Кассиус Клей победил на Олимпийских играх в Риме и сразу же начал профессиональную карьеру. Я хотел быть чемпионом, который доступен для всех. Я надеюсь вдохновлять других, чтобы они начали управлять своей судьбой и жили гордо и целеустремленно. Впервые он стал чемпионом мира среди профессионалов в 1964 году. Тогда же он принял ислам и взял себе новое имя – Мухаммед Али. В 60-е и 70-е годы Мухаммед Али активно выступал за права человека и против дискриминации афроамериканцев. Он был лишен титула чемпиона за отказ от службы в армии. Тогда шла война во Вьетнаме. Ему запретили выступать на ринге в США и выезжать за границу. Но в 1971 году Верховный суд США отменил это решение, и Али снова смог выйти на ринг. Руки работают, видят глаза, порхай как бабочка, жаль как пчела. Мухаммед Али вернул себе чемпионский титул и отстоял его в 1974 и 1975 годах. Проиграв 2 боя в начале 80-х годов, Али решил уйти из бокса. За почти 20-летнюю профессиональную карьеру Мухаммед Али провел 61 бой, из которых выиграл в 56. 37 боев закончились нокаутом. После ухода из большого спорта Мухаммед Али принимал активное участие в благотворительных акциях, собирая деньги для бывших спортсменов и религиозных школ. Был послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 1984 году у Мухаммеда Али обнаружили болезнь Паркинсона. Так начался самый длинный бой чемпиона, который продлится более 30 лет. Мой самый тяжелый бой с болезнью Паркинсона. Мухаммед Али скончался 3 июня в возрасте 74 лет в больнице в Фениксе, штат Аризона, куда он был доставлен с респираторным заболеванием. По официальной информации, легендарный боксер умер в результате септического шока, вызванного неназванными естественными причинами. Но даже в поединке со смертью Мухаммед Али не проиграл. Похороны Мухаммеда Али покажут в прямом эфире 10 июня, и поклонники всего мира смогут посмотреть трансляцию в интернете. Самый популярный в России блогер среди мусульманских девушек живет в российском городе Саратов. Число ее подписчиков насчитывает почти 50 тысяч человек. Девушка рассказывает не только об исламе. О чем еще? В репортаже наших корреспондентов. В своих записях девушка обращается к разнообразным темам. От сугубо религиозных до вопросов красоты и создания привлекательного, но уместного образа. Рекордное число зрителей собрал выпуск, названный «Почему мусульманки не выщипывают брови». Часто очень вы пишете в комментариях, что брови щипать нельзя. И я хочу внести ясность в это понятие. Об этом никто раньше не говорил. То есть это было в письменных каких-то сайтах исламских, но кто, обычный простой пользователь, будет заходить на исламский сайт, чтобы посмотреть, почему мусульманки не щипают брови? Нет. Ну и плюс к тому, что такой заголовок, как бы манящий, сразу как бы человек тыкает, думает, ну-ка, сейчас посмотрю, а что это они выщипывают. В детстве семья не воспитывала Айдан в исламских традициях. Ее решение надеть платок взрослое и осознанное, продиктованное внутренним желанием рассказать о своей религии правду. Нередко в комментариях она сталкивается с неприязнью и непониманием, но, по ее словам, старается относиться терпимо ко всем точкам зрения. Бывали неприятные ситуации и в реальной жизни. Была неприятная ситуация в автобусе, когда одна из пассажирок решила
что я не должна ехать в этом автобусе, и попросила водителя меня высадить. Вот это был единственный момент, прям такой критичный, когда мне было действительно не по себе, что, возможно, это из-за моего внешнего вида. После серии терактов в Париже в ноябре 2015 года Айдан записала блог под названием «Я мусульманка и мне страшно», где поделилась своими опасениями за безопасность себя и близких. Если люди обычные боятся, допустим, что их кто-то взорвет, то мы, мусульманки, еще и плюс боимся что обычных людей, которые, по сути, их тоже можно понять, они озлоблены, и они ищут причину, и они ищут, на кого вот это выместить, кто виноват. И они ищут этого виноватого, и идет девушка в платке, и они говорят, вот ты виноват. В Саратове у Айдан есть единомышленники в лице Духовного управления мусульман и, конечно, ее подруг. Вместе они пытаются преодолеть существующие стереотипы. Сегодня они принимают участие во всероссийском велопараде. Параллельно девушка записывает очередной эпизод своего блога. Таким образом, Айдан и ее подруги дают адекватный ответ сторонникам радикализации и поляризации российского общества. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Кыргызские мастера перенимают тренды западных стран. Для маленьких детей они мастерят беговелы. С виду это обычные велосипеды, но только без педалей. Они популярны в Европе, но в Кыргызстане мода на них только начинается. Об особенностях и пользе беговелов в репортаже Шавката Тургаева. Важно, чтобы удалить острые углы. Каждый вечер Азамат после основной работы идет в мастерскую. Здесь он вытачивает новые детали для очередного детского велосипеда – беговела. Во-первых, она легкая. Во-вторых, делается из экологически чистых продуктов. То есть она не вредна для здоровья. Во-вторых, а самая главная особенность это для детей. Дети, допустим, в возрасте от 3 до 5 лет, они не в состоянии крутить педали, будь то это трехколесный велосипед или велосипед с цепью. Идея стартапа у Азамата и его друзей родилась полгода назад. Во время учебы в Европе он увидел, что детей там сажают не на привычные велосипеды с педалями, а на вот такие беговелы. В Бишкеке для его сына искали такой беговел у нас в Кыргызстане. Весь Дордой облазили, все бутики, базары всевозможные. И тут пришло в голову, можно подобное сделать и здесь у нас. Преимуществ у беговела много, говорит Азамат. У ребенка развивается моторика, улучшается координация. После он легко пересаживается на обычный велосипед. Он опирается о землю ногами, безопасность для него, у него психологически безопасная. Он себя чувствует, при этом отталкивается от земли. То есть он на беговеле осваивает езду в течение 2 дней. Дизайн беговела Азамат разработал сам. Фанеру заказали в России. В ход пошел и местный карагач. Процесс производства трудоемкий и занимает много времени. Каждая деталь – ручная работа. Втачивается руль, наверняка. Затем какой-нибудь маленький ребенок будет держаться за руль, который я вытащил самостоятельно. Да. Соотношение цена-качество клиентов привлекает. Беговела Азамата стоит в разы дешевле импортных. Нормально. А вот и первые покупатели. Маленькому Арсению подарок отца пришелся по душе. Расскажи, как он тебе понравился? Будешь кататься на нем? Будет. Мне понравилось, потому что этот велосипед, он деревянный, на нем можно ездить. И потому что он для моего братика. Из натуральных материалов сделано. Я даже видел процесс производства этого велосипеда, мне очень понравилось. И сама идея, что детки учатся держать равновесие. Свою продукцию Азамат намерен запатентовать. Уже разработал логотип. Сейчас он ведет переговоры с детскими магазинами, а значит, в скором времени люди заметят новый товар под брендом «Сделано в Кыргызстане». Шавкат Тургаев, Азат Мутамаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.